Поистине все мы верим в то, что настанет судный день, и мы предстанем перед Аллахом Субхану ва Тааля и будем ответственны за все деяния, которые совершали в этом мире. И мы будем лишены возможности говорить, и за нас будут говорить наши части тела. Наши глаза, что они видели, наши руки, что они делали, наши ноги, в какую сторону они шли. И поэтому к этому дню мы должны готовиться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал нас к этому, говоря: бойтесь огня ада, хотя бы половины финик. То есть делайте причины того, что облегчит нам пройти этот отсчет. И в этот день мы без сомнения будем нуждаться в заступниках, тех, кто будет заступаться за нас. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал, что в этот день даже родные дети и родители будут прятаться друг от друга. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Аль-йаума ля янфау малу ва ля банун». В этот день не помогут ни имущество, ни дети. То есть, если в этом мире у нас какие-то проблемы, нам могут помочь наши дети, наши родные, в этот день все будут бояться за себя. Все будут бояться и прятаться друг от друга. И поэтому, возвращаясь к аятам Аллаха Субхану ва Тааля, в книге Аллаха Субхану ва Тааля, в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они упоминали о том, что есть причины, есть заступники, которые будут заступаться за рабов Аллаха Субхану ва Тааля. И из таких примеров, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что первые, кому я проявлю шафа, то есть окажу заступничество, это будут люди, которые будут похоронены в Мекке, в Медине и в Таифе. То есть, и это милость Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы будем похоронены там, тот, совершая хадж или умру, возможно, все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. И были такие примеры, где наши паломники умирали там и были похоронены. И иншаллах, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, они будут среди тех, кому будет оказана эта милость, этот почет, заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но не всем это дано. Поэтому второе, о чем сказали ученые, это чтение Корана. Коран, который мы читаем сегодня здесь, будет заступаться за нас в судный день, когда все остальные, свои дети, свои родители будут от нас убегать. И вот в это время придет Коран, и как приходит в хадисах, то, что он будет, ему дано языком заступаться. От Абу Умама приходит хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: читайте Коран, так как в судный день он придет, чтобы заступиться за тех, кто читал его. Читайте две яркие суры, Бакара и Али Имран, так как в судный день они придут в виде двух облаков или двух теней, чтобы защитить тех, кто читал их. Читайте суру Аль-Бакара, так как продолжительное ее чтение становится причиной баракята, а отказ от нее чтения становится причиной разочарования. Только ленивый не сможет найти сил для постоянного его чтения. То есть даже в итоге в хадисах приходит хотя бы два последних аята. Хотя бы два последних аята суры Бакара читать. Дальше говорит то, что он будет говорить голосом. Дарими от Абу Хурейры приходит, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: читайте Коран, ибо поистине в день воскрешения он явится как заступник. Кто его читал, придет Коран в судный день и скажет: субханаллах, обратите внимание: о Господь, укрась его, читающего Коран. То есть Коран заступит за человека, который его читал. Он сказал: укрась его, того, кто читал. И на него наденут корону почета. И Коран скажет: о Господь, прибавь ему. То есть он не остановится, говорит: прибавь ему, будет просить еще больше, прибавь. И на него наденут одежду почета. И Коран скажет: будь доволен им. То есть будь доволен этим рабом. Им будут довольны. И затем ему скажут: читай и возвышайся. И за каждый прочитанный аят ему прибавят награду. Субханаллах. Не просто он будет заступаться еще просить, чтобы Аллах был доволен этим рабом. Тем, кто читает Коран. Вопрос, читаем ли мы его. Наш Коран, который мы читаем, будет за нас заступаться или нет? Сколько раз мы берем мусхаф в день, или в неделю, или в месяц? Готов ли, можем ли мы уверенно сказать, что вот этот Коран за нас заступится? Когда в лучшем случае мы хатам делаем только в месяц Рамазан. У нас есть эта возможность. Есть эта возможность хотя бы по чуть-чуть читать, стараться делать, потому что мы будем нуждаться в нем, нуждаться в этом заступнике в судный день. Третье, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это пост. Пост в месяц Рамазан и дополнительные посты. От Абдулла ибн Амра приходит в хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит:
пост и Коран будут заступаться за раба в судный день. То есть в судный день придут два заступника. Приходят именно после Рамазана, да, и пост, и Коран. И пост скажет: «О Аллах, я не давал ему есть и пить днем, разреши мне заступиться». То есть позволь мне быть заступником за него. А Коран скажет: «О Аллах, я не давал ему спать ночью, разреши мне заступиться». И они заступятся за него. То есть обещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что их заступничество примется. Поэтому, когда мы держим уразу, помимо всего, у нас должно быть намерение, чтобы Аллах субхану ва тааля позволил нашему посту, чтобы он был заступником. Опять же вопрос. Наш пост, как мы его держим? Он полноценный? Потому что от того, то, что мы просто голодаем, это не является постом. То есть пост мы даже должны оставлять пустые разговоры, совершение грехов. И чем более полноценным будет пост, тем и сильнее будет заступничество в судный день. Четвертое. Совершение дополнительных молитв, помимо предписанных обязательных. От имама Ахмада передается, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был слуга, который пришел к нему, говорит: у меня есть нужда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: какая? Он говорит: я хочу, чтобы ты заступился за меня в судный день. То есть слуги пророка, саллаллаху алейхи, нуждающиеся, они приходили и сказали: я Расулуллах, я хочу, чтобы в судный день ты за меня заступился. Я боюсь, что у меня не хватит награды. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: так помоги же мне, совершая множество суджудов. Увеличивай количество суджудов, помоги мне, чтобы я за тебя заступился. Также приводится ривая другой от Раби ибн Кааб аль-Аслами. Он был нуждающимся. Он ахли суфа, то есть под навесом. Эти люди, у которых не было ни одежды, ни обуви, они босыми, нагими были, даже еды не было. И однажды он принес пророку, саллаллаху алейхи вассалям, воду для омовения. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: проси. И мы знаем, что дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оно без сомнения отвечалось. То есть Аллах отвечал на дуа. И тому примеров множество. И он сказал: проси. Попросишь богатство, Аллах даст тебе богатство. Попросишь жену, дом, Аллах даст. Он сказал: я хочу быть твоим спутником в раю. То есть мы что хотим? У нас есть все, но мы хотим еще больше. Этот человек, у него нет ничего, у него даже одежды нет, там набедренная повязка максимум, обуви ничего. Он говорит: проси. Он говорит: я хочу быть с тобой спутником в раю. Он сказал: может быть, что-то другое? То есть пользуйся, может быть, что-то еще хочешь? Давай, я попрошу сейчас у Аллаха, даст богатство, даст дом, верблюда, проси. Он сказал: нет, только это. Я только этого хочу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: так помоги же мне в этом, совершая много земных поклонов. То есть, увеличивая намазы, мы делаем причину, помогая, чтобы за нас был шафаат. И поэтому ученый сказал: дополнительные намазы, духа, истихара, после тахарата, 2 ракат намаз, который Билял не оставлял, и об этом приходит в хадисах, тауба, остальные намазы, которые мы читаем. То есть не просто вот фарды, которые мы и суннат, дополнительные намазы увеличивая, это тоже будет заступничеством для нас в судный день. Пятое. Дуа после произнесения азана. Это тоже одна из возможностей, на которую многие из нас не обращают внимания. Это тоже фурса, это тоже возможность. Джабир ибн Абдулла передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в день воскресения мое заступничество станет обязательным для того, кто, услышав азан, скажет дуа, попросит у Аллаха. В другом риваяте приходит: когда вы услышите призыв муаззина, повторяйте за ним то, что он говорит. То есть муаззин говорит, мы должны повторять. Затем помолитесь за мое благословение, то есть скажите салават, ибо поистине того, кто помолится за мое благословение, то есть сделает мне салават, Аллах ему сделает 10 раз больше. То есть Аллах сделает 10 салаватов. После этого попросите Аллаха, чтобы он предоставил мне аль-василя. Аллахумма рабба хади да'ват тамата аль-василят валь-фадиля. Мы просим у Аллаха субхану ва тааля, чтобы вот это василя, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему досталось это аль-василя. Он говорит: поистине это место в раю. Что такое василя? Это место в раю, приготовленное только для одного раба, из числа рабов Аллаха, и я надеюсь, им буду я. И тот, кто попросит Аллаха дать мне аль-василя, получит мое заступничество. Тяжело? Нет. После азана мы услышали, не просто подняли руки и попросили дуа, попросили у Аллаха, чтобы вот это василя досталось нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк говорит: мой шафаат, мое заступничество будет обязательным для этого человека. Но об этом нужно думать сейчас. С этим намерением, если мы будем делать, просить у Аллаха, чтобы Аллах субхану ва тааля позволил пророку быть нашим заступником в судный день. И когда наших благих деяний,
не будет хватать, мы будем нуждаться в этом заступничестве. Поэтому не нужно к этому относиться холодно. Шестое. Дружба с праведными рабами Аллаха. Это тоже возможность получить заступничество в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах выведет некоторых людей из огня после того, как от них там не останется, то есть ничего, кроме лиц, и затем ведет их в рай. И объясняя, приходит другой хадис. Обратите внимание, когда верующие спасутся от огня и окажутся в безопасности, то есть часть мусульман спасутся от огня, и они попадут в рай. Часть мусульман в аду, часть в раю. Они начнут припираться со своим Господом, то есть они начнут спорить со своим Господом относительно их братьев, которые будут введены в огонь. То есть братья, с которыми они были в этой дуне, они их не найдут в раю. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, они начнут припираться с Аллахом. То есть они начнут спорить с Аллахом, субхану ва тааля. И клянусь тем, в чьей руке моя душа, никто из вас не отстаивал право своего товарища в этом мире так сильно, как это будут делать они. Они скажут: о Господь наш, это же наши братья, которые молились, постились и совершали хадж вместе с нами, и сражались вместе с нами, а ты вел их в огонь. Он скажет: идите и выведите тех, кого вы узнаете. Субханаллах. То есть братья, с которыми есть, кого-то, да, из нас не будет. И вот в это время братья, которые будут в раю, которые будут сказать: были братья, которые с нами были здесь, мы вместе читали намаз, вместе постились, вместе ифтарили, вместе совершали хадж. Мы их не нашли. Там приходит даже в хадис, что мы не можем без них, то есть мы нуждаемся в них. Они начнут припираться, спорить, и Аллах субхану ва тааля позволит им: говорит, идите и возьмите их. Они направятся к ним, узная их по их облику, который не тронет огонь. То есть их лица останутся нетронутыми, и не коснется их лица. И будут среди них такие, кого огонь коснется до середины голени, а также такие, кого он коснется только до щиколоток. И они выведут оттуда много людей. Они скажут: Господь наш, мы вывели тех, кого Ты нам приказал. То есть это тоже возможность. Поэтому ученые сказали: пусть количество мусульман, которые вас знают, будет много. Хасан аль-Басри говорил: заводите как можно больше верующих друзей, так как верующие смогут заступаться друг за друга. И это тоже возможно. Когда мы помогаем своим братьям, и это тоже должно быть намерение таким. И даже большие ученые, говоря, приводя эти хадисы, плакали и говорили: если вдруг вы, кто-то из вас, окажется в раю и не найдете меня, не забывайте обо мне, заберите меня из ада тоже. И это тоже возможность. И таких примеров много, которые дают нам возможность того, что в этот день, когда нам ничего не поможет, эти люди или эти вещи, или то, что мы делали, будут заступаться за нас. Поэтому пока еще есть время, пока еще бьется сердце, пока еще наш мир, наша жизнь в этом мире еще продолжается, мы должны стараться оставлять этот задел. Как, опять же, возвращаясь к прошлой хутбе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что человек будет сидеть под тенью той милостыни, которую он давал. Поэтому, понятно, дуня, да, быть богатым, иметь хорошую машину, большую семью, это как бы зинатуль хаят дуня, это украшение этого мира. Но мы не должны забывать о том, что будет отчет, будет стояние в судный день. И в этот день мы будем нуждаться в заступниках и сделать причины, чтобы их было больше.